Многие дела, хранящиеся в Национальном архиве советских времен, до сих пор скрывают в себе множество тайн. Во время депортации и голода некоторые молдаване то ли из смелости, то ли по наивности пытались обращаться за помощью к самому Сталину, который был для них главным вождем. Чего же хотели люди от того, кого они называли отцом народов, и какова судьба сотен подобных писем? Мы, советские дети школьного возраста, обращаемся к вам, нашему любимому Иосифу Виссарионовичу Сталину, с жалобой. Отец и мать с бедной семьи, и нам отказывают снять кулацтво. Создалось положение, что мать должна бросить нас на произвол и сама бежать. Спустя 60 лет Ольга Чикони читает копию того письма, которое она отправила Сталину, когда ей было 15 лет. Она просила вождя освободить ее голодавшую, обедневшую семью от высоких налогов, которые они должны были уплачивать государству. Их признали кулаками, а значит врагами народа. Родственники одалживали нам деньги. Мама покупала пшеницу и шла на мельницу. Муку она продавала, а отруби оставались нам. Представляете, я хорошо помню маму. Бедная, ей через столько пришлось пройти. Но что нам оставалось? Она пыталась бороться. Ольга жила с мамой, сестрой и младшим братом. После установления в Бессарабии советской власти их отца посадили в тюрьму. Ввели огромные налоги. С 3 с чем-то тысяч рублей их подняли почти до 11 тысяч. Если не ошибаюсь, мы должны были платить на 7 тысяч больше прежнего. И вот папа им сказал: мне уже нечем платить. Овец у меня отобрали, и пчел забрали, и лошадь. К нам домой пришла комиссия, оценила в какую-то сумму запасы соломы, стоимость коровы, дома. И вот так отец стал врагом народа. Он не хотел платить государству, и его приговорили к 10 годам. Будучи ребенком, она предложила матери написать самому Сталину. Они обратились за помощью к односельчанину, который знал русский и разбирался в подобных вопросах. В 1951 году они написали тому, кто считался освободителем Бессарабии. И чтобы выразить особое уважение адресату, они выбрали такое обращение: «Дорогой наш товарищ Сталин». Мы не теряли надежды, поскольку считали, что товарищ Сталин очень любит детей и жалеет их. Мы верили, что нам обязательно помогут, освободят от налогов, чтобы мы жили, как и все остальные в селе. Ольга Чикони ждала ответа несколько лет. Она говорит, что ни на минуту не теряла веры в то, что Сталин ей поможет. Массовая пропаганда, которая тогда проводилась, и особенно в школах, оставила очевидный отпечаток в ее восприятии реальности. Мои первые книжки рассказывали о руководителях страны, о том, что товарищ Сталин заботится о детях, что он освободил нас для будущей счастливой жизни. Я так сильно в него верила, сильнее даже, чем в собственных родителей. И когда я услышала, что он умер, я плакала как ребенок и думала, опять начнется война. Никакого ответа на письмо я так и не получила. Родители Ольги не осмеливались объяснить ей, что Сталин совсем не такой, каким она его себе воображает. Страх был слишком велик. Они были очень осторожны. При нас они и полслова не смели плохого сказать о стране. Лишь после смерти Сталина она поняла, как обстоят дела на самом деле. Ей стало ясно, что попытка обратиться за помощью к вождю не имела ни малейшего смысла. Я поняла, что он не был другом для молдаван, а был их настоящим врагом с большой буквы. Письмо Ольги Чикони нашла в Национальном архиве историк Марианна Церано. Оно оказалось не единственным. За 2 года исследований она обнаружила около 300 таких писем. Изучая материалы о первой советской оккупации, я случайно обнаружила и эти письма. Поначалу даже понять не могла, насколько они ценны для истории.
Она собрала материалы в одной книге. По словам исследователя, в архивах можно найти еще больше подобных писем. В нужный момент их хорошо спрятали от исследователей. Обнаружить их можно лишь случайно. Вопиющие случаи особенно тщательно скрывали. Чаще всего люди просили Сталина исключить их из списка кулаков. Такое же письмо направил вождю и отец Юлии Раду. С тех пор, как я женился, я не извлекал выгоды от работы на молотилке. Прошу вас, Иосиф Виссарионович. Дорогой наш отец и учитель, направить указания в адрес сельского совета Егоровки и исключить меня из списка кулаков с дополнительным налогом в 30%, поскольку я владею только 4,5 гектарами земли. Из общего числа писем Сталину ни одно не было прочитано адресатом. Отвечать на обращения должны были как раз те самые люди, которые в них упоминались. Именно поэтому около 80% авторов обращений к Сталину, направленных в тот период, были высланы впоследствии в Сибирь. Депортация ждала и семью Юлии Раду. Летом 49-го их выслали на поселение в Курган. Там нам выделили небольшие избушки, бараки. Каждой семье полагалось по одной комнате. Было очень холодно. Родители сильно тосковали и буквально чахли. Отец там сильно болел, у него была язва желудка. Его прооперировали, и работать он уже не мог. Мама была одна с 2 детьми, они сильно мучились. Пусть и была тогда совсем маленькой, Юлия вспоминает, что родители и из Сибири писали письма вождю, моля о справедливости. Они писали оттуда, а родные наши отсюда. Однако справедливость восторжествовала лишь спустя несколько лет, уже после смерти Сталина. Вот здесь мы после возвращения из Сибири. Мама с братом и папа с братом. Юлия пережила серьезные испытания в очень юном возрасте, и поэтому некоторые из ее воспоминаний довольно туманны. Сегодня, рассматривая лица родителей на старых фотографиях, она о многом сожалеет. Что тут скажешь? Я задала бы им больше вопросов, чтобы узнать больше. Вы считаете, что знаете слишком мало о том, что им пришлось пережить? Да. Простые люди не видели иного спасения, кроме Сталина. Сейчас, с высоты времен, нам кажется это наивным, но тогда это была высшая инстанция. Они писали: «На коленях, плачу и заклинаю, всемилостивейший Иосиф Сталин, позволь мне жить дальше, большего не прошу. Пусть эти люди не отбирают все зерно». И после депортации люди продолжали писать Сталину. Мать этих женщин просила вернуть ей дом, в котором они жили раньше. С низким поклоном и от всего сердца прошу вас, великий, славный, светлый и всемогущий, дорогой наш вождь. Дом у них забрали, поскольку их семью считали зажиточной и должны были выслать. Им удалось избежать репрессий, но они остались без крыши над головой. Бедная моя мама, она так много страдала. Столько лет по ночам она скрывалась в пшеничном поле, голодная, замерзшая. Ее искали, пытались поймать. Когда нас звали к себе и давали нам кусочек хлеба, нам было больнее всего. Когда мы видели тот кусок хлеба, не знали, как его есть. Лучше бы нас схватили и отправили вместе с мамой в Сибирь. Может, так она осталась бы жива. Если бы нас отправили в Сибирь, она бы, может, не умерла. Formulele de adresare către Stalin sunt diferite, în dependență de
Формы обращения к Сталину отличаются друг от друга в зависимости от трагичности ситуации, в которой оказалась семья. Если в 1947-48 годах встречаются такие обращения, как «товарищ Сталин» или «наш великий вождь», то с усилением террора отчаяние людей нарастало. В 1949 году среди обращений встречается «товарищ Сталин, дорогой наш отец, всемилостивый, дорогой учитель всех людей, наш вождь и непобедимый отец, великий, необыкновенный, славный, светлый, всемогущий Иосиф Сталин». Что мы видим? Это формы обращения, которые были взяты из прессы того времени, а также заимствованные религиозные обращения. Некоторые люди, помнящие те времена, говорят, что ужас перед Сталиным был настолько сильным, что они даже представить себе не могли, как можно решиться обратиться к нему с письмом. Люди находили в себе эту смелость. Думаю, они просто не догадывались, что все зло шло именно от него. Как они могли писать Сталину, когда видели, как советская власть изо всех сил пыталась уничтожить народ, оставив людей умирать от голода? Люди сходили с ума. В домах слышались крики «Хочу есть!». Ели лебеду. Некоторые из найденных в архиве писем молдаване отправляли и из ГУЛАГа. Они просили о возвращении домой. Есть и письма, в которых люди в самый разгар насаждения атеизма просили вождя позволить открыть им церкви. Об этом и письмо от 25 жителей села Рыжково Криулянского района. Тогда люди гораздо сильнее верили, чем сейчас. Они уповали лишь на Господа Бога. Поразительно, что эти люди находили в себе смелость обратиться к Сталину. Пусть и значительно позже, но их желание исполнилось. Церковь была заново открыта в 1991 году. Большинство писем, которые я обнаружила в Национальном архиве, носят, скажем так, экономический характер. Письма политического характера находятся в специальном хранилище Службы информации и безопасности Республики Молдова. В Молдове историки занимаются исследованиями главным образом за свой счет, и пройдет еще много времени, прежде чем груды дел в архивах полностью изучат, а историческая правда станет известной всем. Мог ли быть кто-то большим тираном, чем Сталин? Если мы не будем знать нашего прошлого, то не сможем ценить наше будущее и вообще не будем знать, за что же боремся.